В интинских общеобразовательных организациях обучаются 40 детей-инвалидов, 24 ребенка дошкольного возраста. О созданных условиях в школах и садах для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья рассказали специалисты во время прямой линии, прошедшей в общественной приемной главы Республики Коми. В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия на тему образования детей с ограниченными возможностями здоровья. О том, что относится к специальным условиям для получения образования детьми с ОВЗ, рассказала начальник отдела образования администрации округа Эвелина Круглова. Также участие в прямой линии приняла заместитель руководителя администрации округа Елена Моторина. На первых минутах мероприятия начали раздаваться звонки. Это относится ведь как бы к каким-то определенным здоровью критериям. У него индивидуальное обучение или не индивидуальное? В общем классе он будет учиться или нет? Спасибо за ваш вопрос, хотя он не совсем имеет отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. По состоянию здоровья любой ребенок, родитель любого ребенка может обратиться в поликлинику к тому врачу, у которого он наблюдается, для того, чтобы взять акт на индивидуальное обучение на дому или в школе, но этот документ выдает медицинская организация. Да, поэтому обучаться этот ребенок будет по общеобразовательной программе. Если есть необходимость, то мама может обратиться на психолого-педагогическую комиссию с тем, чтобы мы посмотрели ребенка и заключение дали о том, нужны ли еще какие-то дополнительные условия для того, чтобы он получал образование. Особые дети имеют особенные права. Закон об образовании предусматривает две категории обучающихся с особыми образовательными потребностями – дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. Условия признания ребенка инвалидом и лицом с ОВЗ различаются. Различны и меры поддержки, которые им предоставляются. Вместе с тем, один и тот же обучающийся может быть и инвалидом, и лицом с ОВЗ. Для того, чтобы определить, нужны ли специальные условия таким детям, они должны получить этот статус – ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо прийти на психолого-медико-педагогическую комиссию. То есть вот этот статус выставляет только ПМПК. В настоящий момент у нас ПМПК работает постоянно. Да, вот Елена Ефимовна у нас председатель, присутствует периодически на заседаниях ПМПК и понимает, что вот этот статус, сам приход родителей с детьми на ПМПК не означает, что они уйдут оттуда удовлетворенные в своих требованиях. Потому что обследование ведется вот всех вот этих психологических параметров, смотрится медицинская документация. И если действительно выясняется, что у ребенка есть нарушение речи, нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение интеллекта, расстройство аутистического спектра, которые не позволят ему обучаться успешно по общеобразовательной программе, тогда ему присваивается статус лица с ОВЗ и можно говорить о специальных образовательных условиях. В Инте условия для получения дошкольного образования лицами с инвалидностью созданы во всех садах. Специальные же условия для получения образования лицами с ОВЗ созданы в двух детских садах «Белочка» и «Рябинушка». Там функционируют 10 групп компенсирующей направленности, которые посещают 95 особых малышей. Также на территории Инты проживает 24 ребенка-инвалида. 20 таких деток посещают детский сад. 17 являются одновременно детьми с ОВЗ. В интинских школах условия для получения детьми общего образования созданы для всех категорий. Сегодня в Инте обучаются 40 детей-инвалидов. 15 школьников, имеющих такой статус, обучаются на дому по индивидуальному плану. Остальные дети без проблем посещают школу. Статус лица с ОВЗ в этом учебном году имеют 9 школьников. Из них только 4 являются одновременно детьми-инвалидами. Вот эти специальные образовательные условия отражены в 79-й статье Закона об образовании. Я специально их процитирую. Значит, прежде всего, это использование специальных программ и методов обучения. Это значит, что ребенок, имеющий статус лица с ОВЗ,
обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе. Именно адаптированной для слуха, зрения, речи, общего развития. Дальше. Использование специальных учебников и учебных пособий. Мы сами понимаем, что если ребенок слабовидящий или слепой, то он не сможет учиться по тем учебникам, которые предложит ему школа. Потому что сегодня все дети, любой ребенок может учиться в абсолютно любой образовательной организации, которую выберут его родители. Помимо прочего, в Инте функционирует специальная коррекционная школа номер 43, в которой созданы прекрасные условия для обучения лиц с интеллектуальными нарушениями. В этом учебном году здесь учатся 73 ребенка.